В Якутске прошла реконструкция боя 1943 года на озере Ильмень. Порядка 150 человек из разных организаций приняли участие в мероприятии. Подивиться необычным зрелищем собрались жители и гости столицы. Дымовая завеса, отчаянные крики «Ура!» и звук пулеметного шквала. Для этих молодых парней окунуться в историю значит пережить ее. Многие бойцы импровизированного сражения погибли, даже не дойдя до вражеского окопа. Тем не менее, как и в далеком 43-м, победа осталась за нашими. В 19-й отдельной лыжной бригаде было 1712 русских, 597 якутов, 253 украинца, 95 татар, 66 белорусов и около 200 человек других национальностей. Это была по существу воинская часть, сформированная в основном из посланцев Якутской республики. Для нас, для земляков, скажем так, и для потомков, это сокровенный характер, носит сокровенный характер, более, можно сказать, даже священный. И мы рады, что мы участвуем в этой реконструкции, что отдали дань памяти. Я состоял во второй роте, скажем так, во второй линии. Могу сказать, что мы сделали марш-бросок на окопы немцев, почти дошли. Ужасы войны до сих пор оставляют отпечатки горечи на сердцах потомков героев. Для них реконструкция стала настоящей возможностью осуществить давнее желание – взглянуть на врага. Лично мой дядя Балуров Андрей Гаврилович погиб в этом бою. Естественно, когда я узнала о том, что сегодня такая театрализованная инсталляция, мы бросили все дела и прибыли сюда. Эмоции, переживания, радости, когда звучал крик «Ура!». Но понимание того, что все наши бойцы погибли, естественно, вызывает слезы на глазах. В качестве реквизита для боя использовались не только деревянные ружья и каски из папье-маше, но и настоящее противотанковое орудие и пулемет. Правдоподобности придало и использование петард и дымовых шашек. Замысел родился у нас еще к 70-летию Победы. У нас была подобная такая попытка. Сейчас мы делаем более развернутая, то есть, второй раз всегда как бы попроще, но с другой стороны есть свои сложности. То есть, вот ребята сделали, как вы уже говорили, макеты. Мы занялись очень вплотную, где-то месяц потратили на подготовку, чтобы все это дело было более-менее восстановить те события в мельчайших деталях, как оно происходило именно в те годы 22 февраля 43 года. На поле разыгранного, как и реального сражения, погибло 2 батальона советских войск. Они выступили в качестве настоящей стены для последнего батальона, чьи солдаты взяли высотку близ деревни Рётли Новгородской области, а также освободили саму деревню от фашистских захватчиков. Да, победа, но какой ценой? Сарглана Неустроева, Семен Симонов, Павел Пахомов, Якутск.